Так что вот по вопросу национальному я как бы свою точку зрения высказал. Теперь в отношении, собственно, религиозного фактора поподробнее. Я уже сказал, что в исламе, к сожалению, в последние 200 лет вот такие секты появились, и к великому несчастью именно они и стали заполнять вакуум на территории СНГ и особенно России в 90-е годы. И последствия этого мы, к сожалению, сразу же увидели. Вот. Но надо иметь в виду, что нельзя искать причины вот, терактов всевозможных, там, каких-то бандформирований, прочее, что искать причины только в религии, что это вот именно в исламе вот они родились и так далее. Вот я слышал такой анекдот, ну, наверное, очень печальный на самом деле анекдот, но отражающий правду. Это вот два человека в камуфляже пересекают границу между Грузией и Чечней. То есть переходят из Грузии в Чечню. И один другого спрашивает: слушай, Джек, как мы теперь будем называться, хоббитами? Да нет, Джон, ваххабитами. Знаете, вот это вот анекдот, он показывает на самом деле, что политика очень сильно присутствует в этом вопросе. Вот. То, что на самом деле, когда Россия провела операцию в Южной Осетии, чтобы спасти Южную Осетию от геноцида, вот, то кандидат в президенты США, ну и ныне сенатор Маккейн официально выступил и сказал, что значит, Россия себя очень плохо ведет, и за это она будет наказана, и вот смотрите, мы отделим от вас Чечню. Вот примерно в таком духе высказался. А через несколько дней после этого на сайте сепаратистов кавказских, не буду называть каком, но, наверное, многие его знают, кто этим интересуется, появилась инструкция Аль-Каиды. Вот, инструкция о том, что Имарат Кавказ, это вот нынешняя организация, что должен усилить, активизировать деятельность в России по разжиганию межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Вот почти таким языком, заметьте, не присущим, скажем так, лесным братьям там, или богословам, или что-то кому-то еще, чисто политический язык. Вот. То есть все это показывает, что используют вот этих так называемых, те, кто себя маджахедами называет, вот в кавычках, безусловно, что их просто используют политики далекие и от ислама, и, может быть, вообще от любой религии, вот, своих политических целей, для того, чтобы ослабить Россию, чтобы создать в ней так называемый управляемый конфликт, да, или управляемый хаос, еще второй термин есть в политологии. Значит, и для этого используют мусульман, этнических мусульман. Для этого их эмиссары ищут среди молодежи тех, кого можно завербовать. Но, естественно, если человеку предложить, вот пойдем, будешь убивать людей, ну, конечно, человек отшатнется. Ему надо предложить что-то более привлекательное и возвышенное. Поэтому он говорит, вот пойдем сражаться за свободу, там, за то-то, да еще за исламские идеалы. Ну, это уже звучит привлекательно. Если этот молодой человек не имеет никаких знаний реальных по исламу, то, конечно, он может обмануться, поддаться на такую пропаганду, особенно когда у него нет работы, он безработный, нет возможности карьеры сделать, вокруг сплошная коррупция и клановость. Вот молодые люди, они и попадают в сети такой пропаганды, их просто элементарным образом вербуют.